Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как автоинспекторы обнаружили, что водитель «Лады» употреблял алкоголь. Устраняем данного водителя по управлению, И почему им пришлось вернуть ему права и отпустить, несмотря на то, что алкотестер показал наличие спиртного. Покажем растерянного водителя, который сбил пожилую женщину на переходе. Она, схватив сумки, убежала с места происшествия, оставив его у разбитой машины. Что и все должны уступать на красный свет светофора. То есть она на красный, да, переходила? Я переходила, бежал своими котомками. И дело табак. Жителя Казани заподозрили в торговле контрафактными сигаретами. Это и не только. Прямо сейчас. Буйную компанию молодых людей задержали на «Ладе» 14-й модели автоинспекторы накануне ночью. Машину остановили на улице Можайского. При проверке документов полицейские заподозрили, что водитель пьян. Сев в патрульный автомобиль, молодой человек своим неадекватным поведением вызвал подозрения еще больше. Но продуть в алкотестер он не отказался. Подтвердились ли опасения автоинспекторов, расскажет Вероника Гайнудинова. Потому что остановили полицию. Вот остановила. Бывает такое, представляете? Была причина. Нет, не было причины. Вот просто остановили. Бывает останавливают машину. Но в патрульной машине зачем ты же сидит? Нет, не знаю. Эта девушка, знакомая водителя «Лады», была недовольна больше всех. Два парня и две девушки катались по ночному городу. В планах было продолжить колесить по Казани, но автоинспекторы, которые остановили легковушку на улице Можайского, внесли в планы этой компании коррективы. Устраняем данного водителя по управлению, на шаге расписываться в протоколе отстранения будете? Автомобиль остановили для рядовой проверки документов, но поведение водителя сотрудникам ГИБДД показалось странным. Молодой человек сильно нервничал. Этим и вызвал подозрение, что находится в нетрезвом состоянии. Его пригласили в патрульный автомобиль и предложили пройти тест на употребление алкоголя. Вы будете проходить? Да, нет. Алкотестер показал, что алкоголь в крови молодого человека есть, но в допустимом количестве. Водительское удостоверение ему вернули, и компания продолжила свой путь. Вероника Гайнудинова, Елена Саляхова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Признаки алкогольного опьянения обнаружили автоинспекторы и у водителя «Лады», остановлены на улице Лечебная возле 12-й горбольницы. Причина для остановки была та же – проверка документов. Реакцией водителя стало сильное волнение и грубость. Проверка на алкотестере результатов не дала. Прибор показал, что спиртного мужчина не употреблял. Понимая, что он может быть в состоянии наркотического опьянения, ему предложили пройти медицинское освидетельствование. Но от анализа крови водитель отказался, прекрасно понимая, что отказ по закону приравнивается к вождению в нетрезвом состоянии. После этого пути с автомобилем у них разошлись. Машину отправили на штрафстоянку, он продолжил свой путь пешком. Теперь мужчине грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Ему также предстоит выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Пожилая женщина попала под колеса иномарки накануне вечером на перекрестке улиц Шамиля Усманова и Восход. Как рассказал водитель, женщина появилась перед машиной внезапно. Уверял, что шла она на красный свет. Несмотря на то, что он поворачивал и скорость у него была небольшая, остановить машину мужчина не смог и сбил пенсионерку. Удар был не сильным. Женщина сразу же встала и убежала с места происшествия. Подробности расскажет Елена Саляхова. А какую-нибудь помощь вы там успели ей оказать? Или это все как-то незаметно? Орать начала. Все произошло поздним вечером. После тяжелого рабочего дня мужчина возвращался домой. Ехал по улице Шамиля Усманова. На перекрестке с улицы Восход стал поворачивать налево. В этот момент на пешеходном переходе внезапно появилась пенсионерка. Что и все должны уступать на красный свет светофора. То есть она на красный, да, переходила? Я переходила, бежал своими котомками. Мужчина едва успел нажать на тормоза. Но все же избежать наезда ему не удалось. Через секунду пожилая женщина уже лежала на асфальте. Однако помощь женщине не понадобилась. Как рассказал водитель иномарки, пенсионерка тут же встала, собрала сумки и убежала. Мужчина едва успел опомниться. Несмотря на то, что женщина скрылась с места происшествия, мужчина вызвал на место сотрудников ГИБДД, чтобы избежать неприятностей в дальнейшем. Привлекут ли водители иномарки к ответственности? Этот вопрос будет решаться после детального разбора. Елена Саляхова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Водитель фуры из Кирова устроил аварию на трассе в Татарстане. Большегруз столкнулся с легковушкой на трассе М7 возле набережных Челнов. Как рассказали очевидцы аварии, в этот момент помимо водителя в машине находилась пожилая женщина. В результате столкновения она получила травмы, ее госпитализировали в больницу.
Массовая авария с участием трактора произошла этим утром на улице Дубравная. Изначально столкнулись Рено и сельхозтехника. После касания легковушку откинула на припаркованную машину, а трактор умудрился зацепить ковшом соседний от себя автомобиль. Стоящие на проезжей части разбитые машины сильно затруднили движение на этом участке дороги. С места события Айрат Назипов. Просто ехал, трактор перестроился передо мной. Такого поворота тракториста водитель Рено никак не ожидал. Парень с ужасом рассматривает последствия. Трактор вскрыл в автомобиль, словно консервную банку. Повреждений было бы меньше, если бы после контакта со спецтехникой Рено не отбросило на припаркованную обочину ЛАД 12 модели. Ее владелец узнал о произошедшем гораздо позже. Досталось и Ниссану, водителю которого в момент аварии не посчастливилось оказаться поблизости. Между собой столкнулись, трактор на вас откинул, а эту машину... Я так понял, он шел, начал перестраиваться, тут летел на большой скорости. Как мне сказали со слов. А кто прав, кто виноват, вы не знаете? Я не знаю. То есть вы не видите? Я как бы ехал по своей полосе, я просто почувствовал, что что-то с трактором не то, бросила ковш, и вот его прям по касательной мне сверху вниз. Все автомобили ехали в одном и том же направлении, однако в какой-то момент трактор начал перестраиваться на соседнюю правую полосу, где в этот момент ехал водитель Рено. С какой скоростью он двигался, еще только предстоит установить. Но по правилам дорожного движения при перестроении водитель обязан убедиться в безопасности маневра, чего, судя по всему, тракторист не сделал. Но вину вы не признаете, да? Степень вины всех участников ДТП определят уже сотрудники госавтоинспекции. Айрат Назипов, Константин Буршуев, вызов 112. Автоледи пострадала сегодня во время ДТП в Лаишевском районе. В деревне Орел не поделили перекресток две легковушки Hyundai и Lada Largus. Как рассказали очевидцы аварии, удар был очень сильный. Отечественная легковушка в результате перевернулась на крышу, а у иномарки смяла переднюю часть. Но несмотря на то, что основной удар пришелся на отечественную легковушку, водитель в ней не пострадал. Травмы получила только автоледи, сидящая за рулем Hyundai. Ее с различными травмами увезли в ближайшую больницу. Почти 13 тысяч сигарет изъяли полицейские Татарстана у жителя Казани, заподозрив того в нелегальной продаже табачной продукции. Как установили стражи порядка, контрафакт он ввозил в республику вместе с подельниками с помощью крупных транспортных компаний. Наталья Мезина расскажет подробности. В этот гаражный бокс оперативники нагрянули прямо во время разгрузки очередной партии товара. По данным полицейских, здесь мужчина хранил нелегально ввезенный в страну табак. Как установили оперативники, сначала делал оптовые заказы в мессенджере, затем забирал сигареты в пункте выдачи и провозил на свой склад. Дальше реализовывал. Всего у мужчины изъяли почти 13 тысяч сигарет. На них не было федеральных специальных марок и обязательной маркировки. То есть никаких налогов и обязательных акцизов он не платил. В действиях фигурантов содержатся признаки состава преступления, предусмотренных частью 6 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесение информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Но, как полагают оперативники, в этом бизнесе могли участвовать сразу несколько человек, а значит, в деле могут появиться новые фигуранты. Наталья Мизина, Айрат Назипов, вызов 112. Задыхающегося ребенка помогли доставить до больницы сотрудники ГИБДД. К автоинспекторам обратился взволнованный мужчина и рассказал, что в его машине находится сестра с 2-летним ребенком. Мальчик еле дышал. Полицейские тут же бросились на помощь, позвонили в дежурную часть, сообщили о случившемся и сопроводили машину до ближайшей больницы. Мальчику вовремя оказали всю необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Родители ребенка поблагодарили автоинспекторов за оказанное содействие. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами в студии. Была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.